красивые архитектурные. Ну, я вам показывала, вы это все видели своими глазами. Я вам скажу, я уезжаю отсюда, но я знаю точно, что я сюда вернусь. Я вернусь сюда, чтобы пожить здесь месяц-два, потому что здесь очень комфортно. Не выгоден он, мигрант, он не умеет работать. Он приехал из сельской местности. Мы потеряем квалификацию. Мы в космос поднимались, а они тяпками хлопок обрабатывали. Вы плохо знаете Таджикистан. Вот Таджикистан место особенное. Но не случайно, каждый раз, когда пытаются, не понимая особенностей страны и особенностей людей, навязать им несвойственную форму правления, заканчивается приходом страшных радикалов. Это такая страна, где беженцы живут. По новостям видел. Беженцы откуда? Ну, со всех сторон. Не бывает плохой нации. Бывают разве что плохие люди. Я призываю к тому, чтобы все жили, как бы, знаете, вот дружно жили, чтобы не оскорбляли, не там что-то против друг друга говорили. Вот мы будем развиваться, мы будем еще сильнее. И начали друг друга ненавидеть. Это, в принципе, у нас верхушки друг другу что-то не поделили. А так, если, брат, мы же нормальные люди. Мы жили, так будем жить. Какой разница, узбек или таджик? Это два народа всегда жили рядом, бок о бок. На самом деле, делить людей по национальному или религиозному принципу, это весьма неправильно. Хотите просто под предлогом закрыть въезд в Российскую Федерацию? Да, закрыть. Лавров посоветовал гражданам Таджикистана избегать мутных схем при работе в России. Про отношение москвичей к мигрантам. И, к сожалению, в общем, вывод такой, что не зависит даже от страны, скорее от национальности, да, вот это отношение. Что, скажем, к дагестанцам и чеченцам относятся так же негативно, как к таджикам и азербайджанцам. Я не считаю, что таджик какой там человек, как личность, как там существо биологическое хуже немца. Но я считаю, безусловно, это факт. Узбекистан, Таджикистан — опасное место. Дорогой ты наш клоун, ты хоть раз был в Узбекистане, в Таджикистане, я не знаю, как турист, как... Древний народ, цивилизованный народ, сделавший немало для цивилизации. Поэтому он себя и так вот достойно ведет. Азию надо беречь. Они все к нам вернутся. Туризм великолепный будет. Зачем? Тот ужас, который они прошли по нашей вине, потому что предатели в Беловежской пуще распустили страну, а даже не спросили эти республики. И не оставили им никакого шанса на мирный выход из этой ситуации. Никакого. 3 эгоиста решили разбежаться по своим квартирам. И многое то, что происходит сейчас, это последствия подлости Беловежской путчи. Работали на эту советскую власть. Вот что происходило. И ты говоришь, что страны, эти республики отсталые. Так может потому, что они отсталые из-за того, что их постоянно давили и как рабов использовали? Как-то мы связаны. Для нас это большая общая родина. И царская Россия, советская. Сегодня вот это у нас союз. Содружество независимых государств. Радуйтесь, что эти мигранты есть, которые когда-то спасали твоих бабушек, дедушек во время блокады, которые воевали за то, чтобы у тебя сейчас мирное небо над головой было. Приезжают и работают. Хочешь, не хочешь, но они помогают развиваться экономике России. Если просто их не будет, никто работать не будет. Мы уезжаем из Душанбе. Этот город, который просто остался в моем сердце. Здесь прекрасные люди. Здесь очень красиво и очень чисто. Здесь дешево. И я ругаю тех ребят, которые приезжают к нам работать строителями из Таджикистана. Они не прославляют свой город. Они не говорят, насколько они богаты. Поверьте мне, этот город очень богат.